Сельскохозяйственный сезон 2016 выдался особенно плодородным для аграриев республики. Рекордное количество урожая обернулось сверхнормативным объемом труда для рабочих сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Сегодня, по завершению плановых работ, настало время подводить итоги. В кабинете директора Сибайского элеватора собрались самые ответственные и инициативные сотрудники предприятия. Повод для встречи самый что ни на есть приятный – чествование лучших специалистов в связи с празднованием Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Вручить почетные грамоты и благодарственные письма от администрации городского округа был приглашен заместитель главы по экономике Наиль Халиуллин. По его мнению, успехи в данной отрасли позволяют судить о положении дел в экономике и работе правительства в целом. За последние годы мы добились хороших положительных результатов в данном направлении. Вот, несмотря на то, что у нас все-таки городской округ, но у нас по городу более 3,5 тысяч гектаров земельных угодий, они у нас используются в сельском хозяйстве. И в целом вот наши аграрии, которые занимаются и сельским хозяйством, растениеводством, животноводством, они получают очень хорошие результаты. Вот у нас в целом в среднем по республике урожайность составила 18 центнеров гектара. Наши аграрии также собрали, именно городские, собрали также 18 центнеров гектара. Это в среднем. Награды за многолетний добросовестный труд в связи с профессиональным праздником получили 3 специалиста акционерного общества «Сибайский элеватор» и 1 работница общества «Элеватор». Как отметил генеральный директор предприятия Владимир Пономарев, высокие показатели, достигнутые в этом году, целиком и полностью заслуга таких высококвалифицированных специалистов. В этом году был достаточно серьезный наплыв зерна, то есть зерно приходило, и работа приходилась по 12 часов. То есть 1,5 месяца они вообще практически без выходных работали. Во-первых, мы отработали безаварийно. Это очень важно для нас, потому что мы постарались уменьшить количество простоев на приеме. То есть машины старались по возможности быстрее, потому что люди из-под комбайнов везли, им некогда стоять. Мы очень сильно увеличили, то есть сократили сроки приемки. То есть, и на приеме мы однозначно сыграли, закупив оборудование. То есть быстрее делаем анализы зерна, то есть быстрее выгружаем, то есть оборачиваемость машин быстрее, гораздо быстрее. То есть все люди, которым сегодня мы награждали, они все непосредственно связаны с этим процессом. Подобная самоотверженность на рабочем месте, по мнению Владимира Михайловича, обязана быть отмечена наградами. В это время, то есть когда мы забываем, смотрим на телевизор, а все, что вокруг и близко, не обращаем внимания. То есть я считаю, что поздравления и оценка качества работы людей, рабочих, простых рабочих, то есть это очень важно, потому что строится работа предприятия. Ильгиз Сафин, начальник отдела материального технического снабжения, самый молодой специалист, удостоенный награды. На предприятии Ильгиз работает чуть более 5 лет. Он горячо благодарил руководство за оказанную ему честь и отметил, что достижение высоких результатов невозможно без слаженной работы внутри коллектива. Моя работа непосредственно зависит, конечно, от коллектива. Так скажем, один в поле не воин. Если бы не мой коллектив, я бы не сделал бы свою работу как надо. Все-таки коллективная работа, она приносит результат. Едва были вручены награды, специалисты поспешили вернуться к выполнению своих профессиональных обязанностей. Ведь в их ведомстве обеспечение жителей республики продуктами первой необходимости. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.